Запомнила вас, и не только я, на предвыборных прямых эфирах на ГТРК. Ваши ответы казались очень убедительными и интересными. Еще тогда я для себя решила, каким бы ни был исход этих выборов, пригласить вас на интервью в программу «Лидер». Но меня смущало одно, признаюсь. Вот в таком возрасте, когда знания и опыт в тандеме работает на карьеру, но в то же время вы добровольно уходите на пенсию, оставляете свою работу в Генеральной прокуратуре. Я начинаю думать, все ли так чисто? Ничего скрытного здесь нет, выбор осознанный. Последующие события в моей жизни — это предвыборная кампания, попытка стать народным избранником, так скажем. Вот этот путь, который я уже давно как бы присматривался к нему, мне казалось, что мои скромные познания и опыт дадут мне возможность быть полезным в этом важном ключевом государственном органе. Сказать о том, что какой-то секрет был или же какие-то были подталкивающие моменты выхода меня из такого ключевого, тоже на мой взгляд, в государстве государственного органа, я не уходил бы в эту плоскость. Это абсолютно осознанный, спокойный, взвешенный выбор. Мой У личный вас выбор. 2 специальности, 2 диплома. Не рано ли отказываться от карьерных амбиций? Знаете, как амбиции бывают разные. Амбиции, на мой взгляд, должны быть здоровыми прежде всего. Это первый момент. Второе, успешность. Что такое успешность? Да? У каждого свое восприятие успешности, у каждого свое мировосприятие карьеры. Плодотворная работа, которая дает результаты. Результаты, которые не обязательно публичные, но ты их видишь. Ты видишь плоды своей деятельности. Вот когда эта мотивация начинает работать, это мотивация, которая тянет человека, она способна человека держать в тонусе, так скажем. В системе органов прокуратуры это надзор за исполнением законодательства министерствами, ведомствами, организациями, предприятиями. Это такая сухая формулировка, выдержка из закона. Да. Помимо этого в наши компетенции, наши обязанности входили рассмотрение обращений граждан, опять-таки сопряженные с нарушениями их прав со стороны министерств, ведомств тех же и так далее. То есть вы сталкивались Конечно. часто с чиновниками, которые недобросовестно выполняли свои обязанности? И это в том числе. Иногда это просто не обращение внимания на нужды граждан или конкретного гражданина, либо системные сбои какие-то, которые нам приходилось в итоге вырабатывать определенные механизмы, выходить с предложениями. Вот по поводу той работы, это в том числе и законотворческая работа, которую мы часто сталкивались и с подзаконными нормативными актами, которые нужно было приводить в соответствие с основным законодательством. Я считаю, вот эта связь государственных органов с обществом на любом уровне, она важна. Эта связь должна быть, это движение должно быть двустороннее. Двустороннее движение? Не делать так, что люди сами по себе, а мы сами по себе. То есть не надо забывать, что как и прокуратура, главный надзорный орган страны, да, так и любые другие госорганы призваны что делать? Улучшать жизнь граждан. А в то же время мы не можем требовать от граждан соблюдения закона, если мы как бывший чиновник, да, не делаем ровно ничего, чтобы эту жизнь улучшить. Цель итоговая любой государственной системы — это улучшение жизни, качества жизни граждан. Вот если эта цель пошагово выполняется, ответственно, профессионально, качественно, компетентно,
вот эти все термины, которые я сейчас перечислил, там еще куча всего, да, тогда это позволит нам говорить о том, что мы двигаемся вперед, не назад, а вперед. Вот эту связь очень важно поддерживать и не забывать о ней, что мы призваны все быть участниками государственного строительства. Мы не можем отдельно жить в разрыве от всех внешнеполитических факторов, которые, естественно, влияют и на нашу жизнь, и это тоже надо учитывать. Но сохранение самоидентичности вот в таком сложном мире, мы всегда и ищем там идею, да, ребята, вот она идея, мы получили за независимое государство, кропотливый труд, взаимоуважение, понимание того, чем мы должны жить, как себя сохранить в таком сложном мире, вот идея. Не потеряться, не раствориться. Не надо противопоставлять, вот здесь очень важно для меня, я не люблю, когда противопоставляют цивилизационные моменты с Апсуара. Я не вижу никаких противоречий здесь, абсолютно. Это помощник. То есть глобализация не мешает Апсуару? В чем? Я вот когда спрашиваю вопросы, назовите конкретные примеры, в чем же Апсуара помешала там, процессам цивилизационным? Тотальный доступ к интернету, и человек, который, и молодые люди, и старшее поколение, когда получают такой объем информации, они не могут для себя фильтровать, что нам подходит, что не подходит. Совершенно верно. Но в то же время Апсуара, когда ребенок воспитывается в семье, что он видит в семье? Прежде всего, какие ценности он видит? Вот здесь регулятором, здесь это такой сложный мы вопрос затронули, вот здесь регулятором является семья. Семья не может обвинить государство, что вот государство не воспитало ребенка. Нет. Первоначальные азы, основы, догмы закладываем мы. Возвращаю вас к прошедшим выборам в парламент. Вы баллотировались, однако за вас не проголосовал избиратель. Как вы думаете, почему? Я анализировал эти вещи, но здесь много моментов, много факторов, которые повлияли. Ну, первое, наверное, вот вы свою вступительную речь начали с того, что мы вас не знаем. Этот фактор имеет большое значение. Обществу незнакомый человек, ну, как бы он красиво не разговаривал, он неизвестен. Это, может быть, мои ошибки, которые я уже проанализировал, понимаю, в каких моментах я упустил. Но я к этому вопросу подхожу не так. Я больше приобрел, чем потерял. Вот в этих выборах несколько факторов таких, которые меня радует. Во-первых, общность, которая образовалась вокруг меня, это здоровые ребята, молодая команда, на которых можно рассчитывать, которые готовы пойти, мыслящие, готовы вносить какие-то свои идеи, вклады. И второй момент – это положительный такой фактор, это вот мне очень понравилось, это общение, прямое общение со своим избирателем, когда ты непосредственно как руку на пульсе держишь, ты понимаешь социальные срезы общества, когда ты видишь, какие вопросы интересуют, и когда ты пытаешься с ними общаться, там не получится свысока, не получится быть заумным. Однозначно, не работает это все. Искренность ценится и возможность объяснить какие-то вещи вот конкретные, которые их интересуют, и как их конкретно коснется глобальный процесс. Если вот эти вещи можно рассказать, да, человеку, то вот контакт есть. Да, вот это мне очень понравилось. И это как бы на вооружение я себе взял, на будущее, как говорится.
А что касается политической силы, мы уже привыкли, что каждый гражданин в нашей стране поддерживает либо власть, либо оппозицию. Я не сторонник такой категоричности, вообще не сторонник категоричности, оппозиционности. В любое нормальное государство и с этими элементами существует и живет, и есть и благополучно живут, есть и гражданское общество активное, которое и подает хорошие идеи, и является триггером каких-то идей. И вот здесь нужно подходить к этому именно так, но никак. Я вот всегда был противником вот этого разделения категорично. Вот если позиция оппозиционная, значит мы тебя будем давить. Нет, нельзя так подходить. Нужно здравое зерно без критиканства и с соблюдением. Вот здесь помощник Апсура. Вот здесь помощник Апсура. В Апсура чувство такта заложено. Тактичность в общении, можно сказать жестко, но не обидеть, но достичь своей цели. Да? Вот здесь по форме и содержанию. Да? Будет содержание, но не будет формы. Нужно и то, и другое. В Апсура это есть. Вы хотели бы в будущем заниматься серьезной политикой? Ну, я не отказался, во-первых, от этой идеи. И сейчас как бы не нахожусь в стороне, ну, может, не мелькаю на экранах, но это не значит, что я нахожусь в стороне от этих процессов. Меня, естественно, волнуют эти вещи. Если мой скромный опыт и скромные знания дают возможность кому-то продвинуть какую-то идею, там, подсказать или выпрямить, или наполнить каким-то содержанием, я буду только рад этому. И ну, есть какие-то консультации, есть какие-то вопросы, и при всем при этом вот вопросам об оппозиционности и властности. Я общаюсь со всеми. Для меня нет. Для меня существуют только интересы государства, как бы пафосно это ни звучало. Но вот все то, что нас волнует, и мы все живем своими, каждый из нас живет бытовыми вопросами, когда выходим из своих кабинетов, у кого-то эти бытовые проблемы лучше, у кого-то хуже. Вот надо стараться, чтобы было хотя бы вот этого разрыва колоссального социального не было, вот движение вот в эту сторону. А как вы видите роль политических партий? Политическая партия это не просто регистрация, на мой взгляд, собрать. Сегодня в Абхазии не так тяжело собрать политическую партию и зарегистрировать. Их достаточно много, и общественных политических партий, и общественных движений. И Может, люди должны приходить в политику через политические партии, если эта партия сильная и, как бы сказать, кует, что ли, кадры? идея. Главное – это идея. Идея ту, которую там можно написать красиво. Мы за процветание Абхазии. А кто против? Мы все за процветание Абхазии. Да? Второе – деятельность партии. Недостаточно зарегистрировать партию и на протяжении длительного времени называть себя партией, но результаты этой партии. Какая же отдача от действий этой партии? Мы видим конкретные предложения по улучшению законодательства. Мы видим конкретные предложения по улучшению там, или же решению конкретной проблемы. То есть недостаточно одного митинга или недостаточно просто публичного пространства, где можно излагать. Все элементы должны быть, все. Но они качественно отличают политическую любую партию, их действия. Их действия, наполненные содержанием. Вот когда о сильной политической партии. Сильная политическая партия, в моем понимании, это та, которая не отходит от своих идей, двигает, и даже при тех обстоятельствах, когда они приходят во власть, они не отказываются от своих идей в силу там многих искушений, да, а остаются на своих рельсах и двигают свои идеи. Вы хотели бы работать в такой партии? Вы знаете, я над этим не думал, хотел бы я работать в такой партии, но
э, личности, которые, роль личности имеет большое значение, э, для меня, по крайней мере, не с каждым пойдешь, да, Э, видя вот все то, что я ранее сейчас говорил, это все люди, которые это делают, идейные люди, активные, замотивированные, которые могут это двигать. Я готов, конечно, я готов был бы. Часто предлагают обновить лица политиков. Такой даже лозунг, который уже оскомину набил: «Дайте дорогу молодым». Но это поменяет ситуацию? Молодые, может и образованные, но неопытные, могут ли поменять политическую систему? То есть система начнет по-другому работать, если много молодых людей будут заниматься политикой или будут находиться в парламенте. Вы тем более знаете, что такое системный сбой. К такому вопросу подхожу таким образом. Когда мы говорим о политической системе, о лицах, о поколениях и так далее, универсальных способов управления государством их нет. У каждого государства свой исторический жизненный путь, который она выбирала. Любое мощное государство, которое сразу, допустим, приходит на ум любому из нас, те же Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Китай, да, вот такие сверхдержавы, у них тоже свой жизненный путь, который они проходили через ошибки, через кровь. Слава Богу, мы не прошли это. Да, я имею в виду кровь внутреннюю, да, через гражданский войны. Мы это не проходили. Но это их исторический путь. Их действия сегодня сделали такими, какие они сегодня есть. У нас смена лиц, она не позволит, на мой взгляд, вот просто сменили молодого, красивого, симпатичного парня, образованного привели. Ну, история не терпит сослагательного наклонения. Как же бы было бы? Мы не знаем, как было бы. Но есть определенные простые критерии. Опять-таки, трудовая деятельность. К сожалению, вот, мы совесть не можем прописать, да, законодательство. Но есть общество, которое понимает, и что это за человек. Ну, результативность, например. Конечно, результативность. Его карьерный рост, насколько он успешен. Решимость, если говорим о лидере. Без решимости никак. Если мы говорим, что нам нужны непопулярные меры, а как же без решимости? И что такое непопулярная мера? И как нам преподнести эту непопулярную меру? А может, она не такая уж популярная? Это уже в плоскость, допустим, можно уйти. Вы сторонник того, что развитие приходит через непопулярные меры? Нет, я не сторонник непопулярных мер, как панацеи. Я сторонник анализа, каждодневного анализа всего того, что происходит вокруг нас. Мы не живем, еще раз говорю, мы не живем в какой-то колбе и в закрытом пространстве. Мы живем в мировом сообществе. Воспринимают нас плохо или хорошо, это уже второй вопрос. Вопрос анализа. Мы каждодневно должны работать над этими вещами. Плюс к этому возникающие проблемы недостаточно озвучить и недостаточно закрепить нормативно. Это все должно работать. Если это не работает, тогда все это останется на том же прежнем уровне. Насколько они эффективны, это с помощью вот этих системных дел, системного анализа, статистики и так далее, и так далее. Очень много таких моментов. Опять-таки, еще раз говорю, вот возвращаясь к вашему вопросу о смене лиц там, старшего поколения на новое поколение. Нет. И в старшем поколении бестолковость может быть, так и в молодом, и в среднем поколении. Во всем. Здесь вопрос не возрастной. Я вот так не разделял. Есть вопрос компетентности, профессионализма, ответственности.
решимости, вот этих качеств. А как вы видите, как должен проходить отбор качественного управленца? Воля ныне действующих должна быть направлена на то, чтобы создать вот эту преемственность. Преемственность чем хороша? То есть нету вот этого вопроса разделения, давайте старших поменяем на молодых. Вот этого разрыва нет. Человек должен пройти вот эти все ступени, чтобы набить шишек, набраться опыта, почувствовать через себя, прочувствовать, что такое принятие решения. Трудно человеку, который ни разу не подписывал и не отвечал за свою подпись, говорить и предугадать, что же будет. Вот эта ответственность, когда ты подписываешь и несешь ответственность за свою подпись, она и как качественно ты ее несешь, вот здесь вот как один из критериев. Были сбои у этого человека или их не было? Если человек в практике и в прикладных вещах проявил себя, я думаю, общество это оценит. И не слишком ли мы в нашем обществе думаем хорошо? Как правило, да, любое общество, мы не можем сказать, что мы отличаемся Отличаемся. абхазское общество отличается иногда сильно отличаемся. кардинально от, допустим, И в элементарных каких-то поведении, например, культурном поведении. В цивилизованном обществе человек вряд ли выбросит мусор на улицу, потому что он понимает, что это его улица, это его дом, это его страна. У нас могут себе позволить выкинуть улицу. Часто сталкиваемся с этой проблемой, люди пишут об этом в соцсетях. В красивых, живописных, пейзажных местах, на берегу моря, приходишь на пикник с детьми, и там все грязно. Но это же делает тоже представитель нашего общества. По поводу мусора очень хорошо Фазиль Искандер сказал, если помните, да, про государство и урны. Внутреннее содержание имеет значение. Я люблю свой город, я не брошу окурок или же не брошу фантик, но тот, кто бросит, мы, если даже видим, мы же проходим. Что это такое? Безразличие. Если мы безразличны, самое худшее творится, вообще самые худшие поступки от безразличия. Наше общество, нормальное общество, обычное общество, как и все, еще раз повторяюсь, я уверен, та же урна, проблема с окурками и так далее, это проблема всего мирового сообщества. Просто кто-то через духовность пришел к этому, кто-то через кнут пришел к этому, да, через систему штрафов и так далее. Это как один из примеров. Но я бы не говорил о том, что в нашем обществе я категорически против. Вот здесь я использую категоричность. Я категорически против того, чтобы мы оценивали наше общество как неспособное к изменениям, неспособное к размышлениям и так далее, и так далее. У нас есть огромное количество людей, которые могут за собой потянуть. Просто в силу отсутствия или нежелания быть публичным, у каждого свое мерило. Но в нашем обществе есть и хорошие элементы. Вот я неисправимый оптимист по поводу того, что там взаимоотношения государства и общества. Мы должны пройти в историческом плане. Наше государство очень молодое. Мы пройдем через эти все этапы. Просто нам нужно научиться быстро реагировать на вызовы времени. Вот эти гаджеты и коммуникации, легкий доступ к информации, он, конечно же, тебя поглощает. Он заставляет перевернуть свои какие-то взгляды. Но если ты не сильный человек, да, ты можешь быть подвержен. Но если мы в информационном пространстве, общественные деятели, политические партии, государства, пассионарии наши направили бы свой взор на социальные сети
не тот ужас, который мы порой читаем, а вот наполненную информацией, либо же опровержение той информации, которую нам навязывают иногда с бросами. Так, с помощью тактичных элементов. Так, нам нужен такт. Нельзя с помощью палки человеку объяснить, что вот эта картина Рембрандта, она величайшая картина. Нет, мы же не объясняем ее с помощью палки. Мы объясняем ее с помощью каких-то там элементов, там искусствовед знает, как это объяснить, да, и так далее. Вот эти все вещи, элементы, вот это все нужно собирать, нам нужно направить. Конечно, кто-то скажет, слушайте, у нас куча социальных проблем, у нас необеспеченность, у нас со светом проблема, у нас с коммуникациями проблемы, у нас с дорогами проблемы, с безопасностью дорожного движения проблемы. Да, могут навалить, о чем вы говорите, у нас хлеб насущный. Но не бывает одного без другого. Надо эти все вещи двигать. А вот здесь активная часть общества должна быть триггером вот этих идей. Недостаточно крикнуть «все плохо». Нужно сказать «да, плохо, ребята, мы справимся». Есть же вещи, которые нельзя говорить публично. Апсу аграви яла цанирхот юдрози юхомаха. وصب خشاشة وميلات لزرقوجي غمي وخبصو لزرقوجي وبريز يرحوت я хапнус зейлом кава ава. Разные там категории людей в этом Фейсбуке, и, может быть, мы не знаем же их уровень образования. Но когда политики не соблюдают какие-то этические нормы, они-то точно должны понимать, что должны быть какие-то ограничения даже в критике. Что вы на это скажете? Ограничения всегда существуют, и опять-таки, вот возвращаясь к Апсуру, там тоже есть эти ограничения. Рядом с Конституцией надо положить еще один закон. Нет, не надо. Вот в Японии тоже у них есть кодекс Бусидо, но они его не противопоставляют своей конституции или конституционному устрою, там, как и в других там религиозных странах. Да? Нету этого. Здесь надо иметь в виду зрелость политика. Я не думаю, что зрелый политик позволит себе в открытом пространстве оскорбить непристойными словами какими-то. Здесь, еще раз говорю, чувство такта. Опять-таки, формы доведения своей мысли до собеседника, они общеизвестны. Но как только мы переходим грани вот этого дозволенного, вот тут же восприятие общества тоже мы меняем по отношению к себе. Вот это надо иметь в виду. Если мы не умеем себя сдерживать свои эмоции, а мы же что хотим? Если человек называет себя политиком и готов там, двигать массами, да, то он рассчитывает на эти своих сторонников и так далее. Я не думаю, что так можно сохранить своих сторонников такими способами общения. Здесь нужно выбирать дипломатический тон, разумный тон. Я противник вот этой риторики, нецензурщины и так далее. Ее надо исключить. Я так понимаю, что у вас сейчас много времени? Ну, достаточно, чтобы заниматься семейной, личной жизнью. На что вы расходуете свое свободное время? На все понемногу. Частично на своих детей, частично на бытовые какие-то вопросы, частично на мою любимую деревню. Какая? Чгерда, где у меня полноценное хозяйство. А что вы умеете делать по хозяйству? Все умею делать. Меня, благо, отец научил многим вещам, что полезно в хозяйстве. Это, хотя он и тоже городской человек был, всю жизнь на госслужбе проработал, но тем не менее. Ну, все то, что нужно для поддержания хозяйства. Вы научите этому всему вашего сына? У меня их двое.
Они любят деревню. Сам факт того, что вот мне это нравится, что они любят туда ездить. Да? Ну вот по поводу рукастости, не знаю, как получится. По крайней мере, я им показываю, стараюсь показать. Ну, может быть, не всегда получается, а иногда через кнут. Ну и мы все через это проходили. Как их зовут и какой у них возраст? Старшего зовут Яса, младшего Саид. Яса, какое красивое имя. Кто выбирал? Я выбирал это имя. А кто живет в вашем отцовском доме? В нашем доме сейчас вот живет моя тетя родная. Для меня лично это дом имеет большое значение, потому что это дом моего прадеда. Верхняя часть дома, она деревянная, из каштана. Это дом, который построил мой прадед. Кстати, проживший 120 с лишним лет, был отцом 11 детей. Один из его сыновей, один из младших братьев, был соратником Нестора Лакоба. Активное участие принимал в революционных процессах того периода. И плюс к этому был начальником УШОСДОР, тогда называлось, это управление шоссейных дорог, все проселочные дороги и так далее по Абхазии, которые вот в достаточно молодом возрасте он этим занимался, был участником и вот строительства дороги на Рице в том числе. Это была такая достаточно известная личность. Как звали? Мекти Амичпа. Его репрессировали в 1937 году. Ну, тогда он был ярым сторонником сохранения самостоятельности и вот Абхазии как отдельной республики. Ну, плюс еще политические процессы, и достаточно жестким человеком был. И поэтому вот в этом доме много событий и старых. Для меня это имеет значение огромное, поэтому и своим детям прививаю вот эту любовь к этому дому, потому что не имеем мы права терять свои корни. Их надо чтить, уважать и по максимуму, если есть возможность, их сохранять, поддерживать в рабочем, в жизненном таком состоянии. Вы сказали, что вы оптимист. Неисправимый причем. Каким вы видите будущее Абхазии? Это подаренное судьбой, Господом Богом, вот так усилием, неимоверным усилием нашего народа, это независимое государство. Это вообще не обсуждается. Для меня это вот как столб, на котором мы вот должны молиться, как говорится. Естественно, хочется видеть его успешным, социально нерасслоенным. Естественно, мне хочется видеть его включенным в мировое сообщество, в процессы мирового сообщества. Да, мы не можем претендовать в силу нашей территории, нужно быть реалистом в этом плане. Но выгодное географическое положение, ресурсы рекреационные, колоссальные рекреационные наши ресурсы, они позволяют нам красиво подать себя. Мне хочется, чтобы нас больше слышали не в воинствующем состоянии, а в мирном, в культурном. Вот здесь мне хотелось бы такой посыл кинуть. Да? Нам нужно информативно направить. Если Facebook нас загружает, ну давайте мы тоже подгрузим этот Facebook вот этими нашими отличительными особенностями, положительными отличительными особенностями. Давайте наполнять содержанием. Давайте говорить о своих предках, какие они были. Давайте поговорим о том, что же у нас было в истории и что, вот какие предпосылки тянули нас все эти века. Почему мы сохранились? Все же мы задаем этот вопрос.
в таком маленьком количестве народ сохранил себя, свой язык сохранил. Вот давайте оглянемся, давайте расскажем миру. Вот это я очень хочу. Мне понравилось, когда вот в Италии была презентация, да, ну, может быть, она не масштабная была, да, в парламенте Италии. Но я был очень рад этому событию, потому что это один из звоночков. Нам нужно эту работу, нам нужно вкладываться туда. Да. Вот здесь нужно иметь в виду, что государство должно всячески поощрять такие посылы. Там и материально, это расходная часть, я понимаю. Но Facebook это не расходная часть. Это открытая площадка, через которую мы можем показать миру, кто мы. В завершении нашей беседы я хотела бы вас попросить. Вот я сейчас читаю книгу «Фактологичность» по рекомендации Саида Гизердава. А что вы порекомендуете? Что мне прочитать? Знаете, вот в книги подобные «Фактологичность», там «Антихрупкость» есть, вот такая, если вас это интересует, можете «Антихрупкость» почитать. Я вот их называю такими рецептурными книгами. Я к ним отношусь как к хорошей тренировке ума. То есть они заставляют тебя подумать, они тебя вгоняют в противоречие. Очень много вещей, с чем ты согласен, а есть вещи, которые ты категорически не приемлешь в силу того, что ты живешь в том или ином обществе, или же ты вырос на других ценностях и так далее. Поэтому вот мне тоже рекомендовали вот эту книгу «Антихрупкость». Да? Антихрупкость, да, я запишу. Она очень противоречивая, она по отзывам противоречивая. Но эти книги полезны. Но главное не перегнуть, не попасть под влияние стереотипности. Спасибо, мне было приятно с вами пообщаться. Несмотря на то, что я начинала наше интервью, казалось бы, как бы сказать, немножко остро, да? Я просто хотела о вас узнать больше. Я не хотела, чтобы вы были в комфортной зоне. Когда человек в комфортной зоне, его не всегда до конца узнаешь. Поэтому, может быть, какие-то вопросы были для вас неожиданными. То, что вы говорите, что вы интересуетесь политикой и хотели бы заниматься серьезной политикой в будущем, я надеюсь, что так и произойдет. Спасибо. Со своей стороны благодарю, что предоставили такую возможность, такую площадку интересную за беседу. Я открытый человек, и желание заниматься политикой — это не просто желание, это желание быть полезным обществу.